история семьи, которая жила в деревне. Их было две семьи, они жили в разных домах, молодежь и старики. И так случилось, что у них прогорел бизнес, куриная ферма, куриный гриб, все такое. В общем, у них было очень много долгов. И они были вынуждены продать оба своих дома и временно переехать вот в съемную квартиру в город. Ирик, как человек компьютерный, все это нашел. Быстренько они перебрались практически за ночь со всеми пожитками. И вот они хотят заработать денег в городе и обратно вернуться. И вот эта вот энергия должна была двигать весь сюжет, все серии. И, в общем, они все это время пытаются заработать, состояться и вернуться обратно. Хабиб Рахман особенно, потому что он человек деревенский. Вот. Все это придумывалось с нуля. Конечно, у нас не было базы. Была идея Мансура Гилязова, очень хорошая, самоигральная. И мы ее просто разрабатывали уже коллективом авторов. Сначала мы придумали вот эту ситуацию, она должна была работать. Потом мы придумали каждого персонажа, вплоть до того, как он одет, вот, какие у него словечки. У каждого персонажа есть речевые характеристики. Хабиб Рахман, например, любит говорить об анамат, я в вагон и шекляре, и вот у него все, или нина ниттынмы, ну такой вот, Роза, например, у нас всезнайка, она такая сильная женщина, она говорит, шулай булырды булаганы, ее любимая фраза. Там, ну, Халися мечтает спеть салаватом всю свою жизнь, ей 47 лет, она вот такая романтическая барышня. А Сабит у нас учитель татарского языка и всю жизнь пишет диссертацию. Вот никак она у него не напишется, вот он старается. И вот эта энергия тоже дает определенный нам фору сценаристам, чтобы прописывать вот эти ситуации. Ну и, соответственно, начинается с переезда, с первых проблем с риэлтором, с деньгами и так далее. И так далее были серии, вот как редактор сценариев, скажу, были серии, где я просто хохотала неприлично на весь этаж, потому что это безумно смешно. Особенно великолепно юморит Ракаил Зайдулла, Аманулла. Если говорить о коллективе авторов, их у нас где-то около 9 человек. Там есть корифеи, Аркаил, Аманулла, Лябиб Лерон, ну, собственно, и все на корифеях. Потом есть два вниковца, это я и Рамис Назмеев. И есть ребята молодые, которые понимают формат ситкома, потому что ситком – это телевизионный формат, его очень важно понимать и чувствовать. Были хорошие очень писатели, авторы, которые тоже предлагали свой материал, но немножко они не вписались в этот формат, но я думаю, это временно. Мы обязательно с ними тоже продолжим работать, потому что очень важно еще, чтобы сценарист умел диалоги выстраивать, понимал татарский юмор, знал, как это работает.